Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. В ближайшие дни мастер-план города Якутска будет представлен президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня стратегический документ широко обсуждается с гражданами, с горожанами, с жителями города. Главная миссия обозначена сделать нашу столицу к 2032 году лучшим городом на вечной мерзлоте. При этом отметим, что этот документ – логичное продолжение стратегии развития столицы, первый вариант, который был принят еще в 2013 году. Как тогда видели развитие столицы, как идет реализация масштабной задачи, об этом сегодня с гостями нашей студии. Ну что ж, начнем с истоков, да, потому что мы помним, когда Арсен Сергеевич Николаев, наш глава республики, впервые возглавил город в 2012 году, сразу же началась работа над этим стратегическим документом, и в 2013 году была принята вот его первая версия, затем в 2019 году были приняты дополнения. В 2021 году уже, когда вот Евгений Николаевич стал мэром, вышел указ Алдархана о социально-экономическом развитии города. И сегодня с ориентиром на эти ключевые документы по поручению президента страны разработан детальный мастер-план. Вот что было изначально заложено в концепции стратегии развития, что поменялось? Ну, наверное, надо сказать, что мастер-план – это прежде всего документ не архитектурный и не градостроительный. Прежде всего, это экономический план действий, который создан таким образом, чтобы рассматривать все этапы, но в долгосрочной перспективе. Мы понимаем, что со времен Ленского острога 1632 года достаточно много у нас в городе поменялось. Особенно я хотел бы отметить, что поменялось за вот эти 5 лет, когда Якутия стала участвовать практически во всех федеральных программах по финансированию, софинансированию, развитию, привлекать все имеющиеся на сегодняшний день инструменты, которые есть в федеральном арсенале, и, естественно, задействовать все свои ресурсы. И, конечно, команда города, которая сейчас реализует все эти направления, она динамично подхватывает и очень быстро выполняет вот эти задачи. Поэтому мастер-план – это про развитие. Это документ действительно стратегического толка. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, основным драйвером развития, любого развития, это инфраструктура. И, конечно, в первую очередь документ посвящен новеллам, новым проектам в инфраструктуре. Мы понимаем, что, конечно, для нас самый грандиозный, самый важный, нужный проект, и не только для нас, для всего Дальнего Востока, да и для всей страны, как это было недавно подчеркнуто, опять же, президентом Российской Федерации, что мост необходим, мост будем строить, это Ленский мост. Это самый главный инфраструктурный объект, это основная, наверное, такая вертикаль, основной стержень, на котором будет уже основываться все развитие агломерации, не только, повторюсь, города Якутска, но и всех прилегающих территорий в целом, поменяет, по сути, транспортную карту Дальнего Востока. Затем это, конечно, то, что должны получить горожане от этой программы. Это и социальная инфраструктура, потому что в мастер-плане в обязательном порядке заложены все новые объекты социальные. Это и школы, и детские сады, и поликлиники. Это, конечно, дорожная сеть. Это, конечно, объекты благоустройства. Мы видим, как в последнее время с помощью национальных проектов преображается наш город. Мы видим, какое количество сейчас городских территорий, дворовых территорий, парков, общественных пространств реконструируется, поэтому это все тоже заложено в мастер-плане. Безусловно, важнейший вопрос, волнующий всех граждан, это переселение из аварийного жилья. Это одна из, наверное, ключевых градостроительных таких вот линеек, таких вот прям направлений крупных в мастер-плане. Здесь мы тоже отразили все потребности, несмотря на то, что мы сейчас успешно реализуем программу переселения. Огромное количество ветхого жилья еще останется в городе, порядка, Евгений Николаевич может поправить меня, но где-то 780 домов у нас останется после этой программы. Это все-таки где-то 28 тысяч жителей. Мы должны будем решить этот вопрос. И мы его будем решать тоже с помощью мастер-плана. И это одна из таких важных задач, которые федеральный центр и помощник президента Максим Станиславович Орешкин, который курирует направление мастер-планов, нас в этом плане поддержал. И мы сейчас также входим в этот новый цикл. Ну и, конечно, мы не можем не говорить про наши кадры.
кадры получат мощнейший импульс в виде нового межвузовского кампуса Северо-Восточного федерального университета, в виде суперкампуса в Кангаласах. Ну и мы понимаем, что крупнейшая агломерация Дальнего Востока, действительно это так, потому что от Табагинского до Кангаласского мыса это огромная территория, она должна создать не такую сфокусированную, узкую, централизованную модель, а много точек развития и должна быть сбалансирована между вот этими группами. Прежде всего, повторюсь, для того, чтобы горожанин получил от этого ощутимый и очень ну, достаточно быстрый результат, я считаю, но самое главное, что он будет долгосрочный. Ну вот про результат, который мы хотим достичь, да, по 7 направлениям мастер-план разработан. Вот какой мы эффект хотим в комплексе? Что правильно ли Кирилл Евгеньевич сказал про количество жилья аварийного и вообще в целом? Ко мне вопрос? Да, Да, вопрос. добрый день, уважаемые коллеги, телезрители. Ирина, добрый день. Ну, во-первых, я с очень большой ответственностью подхожу к задаче, которая была сформулирована главой республики в его указе, который был подписан 8 сентября 2021 года. И так получилось, что разработка мастер-плана как задача была поставлена нашим президентом Владимиром Владимировичем на Восточном экономическом форуме 2021 года. Это в течение буквально одной недели, 2 события. Вот сейчас разработчик мастер-плана Института генерального плана в основе разработки мастер-плана придерживался линии, которая была заложена в указе. Разработку этого указа была проведена большая совместная работа с правительством республики. И в том числе реализация указа нашло свою реализацию в мастер-плане. Сегодня реализация мастер-плана сводится по большому счету, если просто объяснить, к следующему. Сегодня все города на территории России, да и мира в целом, конкурируют за население. Задача такая, чтобы оставить у нас рост, который сегодня есть города. Город сегодня один из самых динамично растущих городов на территории всей нашей страны. Мы хотим оставить этот очень важный тренд, чтобы население также росло и людям было комфортно здесь. Они могли реализовать свои все возможности, рос уровень благополучия, и мы для себя ставим следующие числовые показатели, чтобы быть конкретными. К 2030 году, к моменту реализации мастер-плана, задача стоит, население города должно увеличиться на 50 тысяч человек. Около 420 тысяч человек должно быть. Очень важным фактором, сейчас вот Кирилл Евгеньевич сказал, я полностью поддерживаю, это экономическая составляющая реализации мастер-плана. Реализация мастер-плана в целом должна дать эффекты роста валового городского продукта. Сегодня валовый городской продукт на базовый 2021 год составляет порядка 264 миллиардов рублей. При реализации задач проектов, указанных в мастер-плане, мы должны увеличить валовый городской продукт на 109 миллиардов рублей. То есть подойти в 1,5 раза практически. 373 миллиарда рублей – это тот показатель, который описывает экономический эффект. Далее хотелось бы обозначить, что вот вопрос ветхого аварийного жилья у нас сформулирован очень просто. Нашим лидером, главой республики, поставлена задача в его указе к 2032 году полностью избавиться от ветхого деревянного аварийного жилого фонда. Для этого мы будем использовать все возможные инструменты федеральные. То есть это, во-первых, программа переселения, третий этап, который президент Российской Федерации сказал, что будет. Мы к нему готовы, мы признали практически все дома в Якутске аварийными. Вторая программа – это комплексное развитие территорий, ликвидация с помощью КРТ домов аварийных и возмещение этих средств федерального бюджета, значит, и все возможные договора о развитии застроенных территорий, которые здесь есть. Поэтому сегодня 780 домов – это те дома, которые находятся вне программы, вне договоров о развитии застроенных территорий, вне территории комплексного развития территорий. В целом, значит, огромные эффекты мы ожидаем с точки зрения развития креативной экономики на территории города Якутска. Особо здесь хотелось бы отметить то, что тот тренд и направление, который был заложен Арсением Сергеевичем еще в 2018 году, он находит свое продолжение. Мы ожидаем 25 миллиардов рублей в валовом городском продукте из этих 109 к 2030 году на составляющую креативной экономики. Ну и, безусловно, круглогодичная транспортная доступность – это Ленский мост. Ну, всему этому предшествовала большая аналитическая работа. Александр Ильич, вспомните, вот как это было? Ну, мастер-план – это такая модификация формы стратегического планирования.
Первый стратегический план развития города Якутска мы сделали в 2015 году, защитили его. Вот, но он такой немножко был воздушный, вот, не совсем стоял на земле. И вот в 2017 году Арсений Сергеевич, как мэр города, сказал: ребята, поставьте его на место, поставьте на землю этот план. Ну, вот мы тогда занялись расчетом, потому что Кирилл Евгеньевич сказал, что очень такие подробные были расчеты сделаны по всем направлениям, тогда мы уже это делом занимались. Вот, но мне по роду своей деятельности приходилось заниматься и в советские времена. Тогда разрабатывалась схема территориального планирования. Вот она, мастер-план больше всего на нее походит. Вот, а уже на основании схемы развития территориального делалось, генплан разрабатывался, тоже архитектурные решения были сделаны. Вот, но в целом тот прогноз, который мы тогда сделали, стратегический прогноз, ну, мы вышли по инерционному варианту, по численности населения. Мы тогда предполагали, что в 2022 году численность населения города будет 358 человек. Сегодня 355 человек, тысяч человек. Вот, сегодня статистика показывает 358 тысяч человек в городе у нас живет. Вот, поэтому в целом по всем остальным параметрам, по жилью, благоустроенному жилью на одного человека, мы превзошли наши ожидания. Мы планировали 19 с небольшим квадратных метров на человека, на одного горожанина. Сегодня у нас статистика дает 22 метра. Да, поэтому по некоторым показателям мы превосходим, наше развитие превосходит то, что мы тогда планировали. Вот, ну, в целом, мастер-план, я тоже с ним познакомился, вот, он правильно отражает все, значит, тенденции развития города и те новации, которые у нас будут происходить. В целом он очень здраво разработан. То есть он увязывает воедино, как бы, получается, и планирование, и социальное. Вот по поручению главы был проведен всероссийский конкурс по разработке как раз мастер-плана. И вот расскажите, пожалуйста, о конкурсе. Здравствуйте, коллеги. В 2021 году был проведен открытый всероссийский конкурс по созданию мастер-плана города Якутска. Финансирование шло через наш центр компетенций, это целевой фонд будущих поколений, и при поддержке и софинансировании фонда Дом РФ. Оператором конкурса и разработчиком комплексной оценки потенциала развития городской территории города Якутска выступило агентство стратегического развития «Центр». В состав жюри вошли представители органов власти республики, а также вошли ведущие федеральные эксперты в области градостроительства, городского планирования, архитектуры и экономики. Были определены 3 финалиста. Это 3 консорциума под лидерством Института генплана Москвы, под лидерством архитектурных бюро I&D Architects и Мастерс План. Сам конкурс прошел в 2 этапа. Первый этап – это как раз-таки аналитическое исследование. Был проведен опрос жителей, в основу которого это все легло в техническое задание. И второй этап – это уже непосредственно разработка самих мастер-планов, определение финалистов и определение победителей. Ну, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и после перерыва у нас на связи будет как раз победитель этого конкурса. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать мастер-план развития города Якутска. И с нами на связи победитель конкурса, Институт генерального планирования, город Москва, Григорий Михайлович, главный архитектор, с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Спасибо за возможность выступить. Расскажите, на что вы ориентировались при разработке документа, сложно ли было? Как было учтено мнение населения, какие вот задачи были поставлены, как вы их решили? Очень сложно, но очень интересно. То есть мы в рамках конкурса проводили комплексную оценку структуры города, в том числе мы проводили социологическое исследование, мы опрашивали население, у нас был открытый опрос в сети интернет, и мы задавали людям достаточно простые вопросы, на которые у них была возможность ответить ровно так, как им удобно, в том числе, что вам сегодня нравится в городе, что бы вы хотели сохранить, какие существуют проблемы, на ваш взгляд, и чего не хватает, то есть каких мероприятий, какие мероприятия вы бы добавили.
И это результаты этого опроса мы картировали, мы сделали схемы с точками, где какие акценты, какие потребности у жителей, и в том числе собрали общую статистику. В целом людей по нашему опросу интересовало благоустройство, аварийное жилье и развитие инфраструктуры доступности. Помимо этого, естественно, мы очень чутко проанализировали стратегические документы развития города, а конкретно указ Эльдархана. Мы все положения этого указа мы погрузили в мастер-план как некую основу, как некий скелет, который мы уже дальше использовали для того, чтобы фактически формировать пространственные мероприятия и определить драйверы развития экономики. Потому что в рамках программы развития дальневосточных городов одним из главных акцентов, на которые указывали и Максим Станиславович Орешкин и Алексей Олегович Чекунков, они говорят, самое важное – это экономика. На старте разработки мастер-плана, на первых встречах Эльдархан сделал особый акцент на том, что экономика должна быть построена, ориентирована вокруг человека, вокруг будущего жителя Якутска. Поэтому те драйверы, которые мы закладывали, сейчас коллеги, в принципе, все эти драйверы подхватили и дальше уточнили, они все ориентированы на благосостояние людей, на развитие человеческого капитала, на развитие креативной экономики, то есть фактически на создание благоприятных условий для проживания людей. Спасибо вам большое, Да. Григорий. Возвращаемся в студию. Всего доброго. Ну вот как раз про драйверы экономики, говорили как раз и про креативную экономику, да, Евгений Николаевич сказал, и вот строительство нового кинопавильона, это тоже часть мастер-плана, должно стать таким толчком для развития столицы, киноиндустрии в целом. Об этом Александр Сергеевич недавно говорил на встрече с представителями нашей растущей киноиндустрии. Дмитрий, вот вы как один из участников проектирования этого павильона, как активный участник киноиндустрии, расскажите, пожалуйста, что там будет происходить, какая главная эффективность? Да, здравствуйте, коллеги. Мы все знаем, что Якутия сейчас занимает 3-е место по кинопроизводству. В стране. Мы самый креативный регион. И после Москвы и Санкт-Петербурга мы делаем больше всего кино. И тот кинопавильон, который мы сейчас, концепцию которого мы разработали уже, он создается для того, чтобы закрыть те вопросы, которые сейчас стоят перед режиссерами, операторами. Мы понимаем, что технический фонд, который у нас сейчас есть, его надо обновлять. Нашим кинопроизводителям нужно больше места, больше возможностей, больше оборудования, больше технических решений современных. Этот кинопавильон предусматривает общая площадь, там порядка всего комплекса будет порядка 1600 квадратных метров. Сердцем кинопавильона будет большая студия XR. Одну студию, самую первую на Дальнем Востоке, мы открыли в рамках квартала труда. Сейчас наши ребята-специалисты, так сказать, ведут научную деятельность по разработке новых решений для этой студии. И вот этот опыт мы перенесем, конечно, в кинопавильон. Там будут павильоны как классические для съемки, там будут студии цветокоррекции, студии записи звука. Но самое главное, что это будет, конечно, таким большим толчком для развития всей креативной экономики. И, как Александр Сергеевич сказал, что он должен быть красивым. Павильон должен быть красивым. Если вы знаете, в тех же западные кинопавильоны, они немножко отличаются, они более такие производственные помещения, снаружи они смотрятся не так уж. У нас задача, помимо того, что он должен быть Начинен технически всем, начинен да? технически, он должен быть должен еще и украшать наш город. украшать наш город. Обязательно. Ну, и я так понимаю, что после введения этого павильона постпродакшн можно будет делать, то есть уже не Это возить будет- в Москву. Это будет кинопавильон полного цикла. То есть полного цикла. Студия, любая наша студия может закрыть абсолютно все свои потребности от момента предпродакшена, съемки, постпродакшн, абсолютно все. И это будет очень доступно. И это, как я повторюсь, это будет очень большой толчок для дальнейшего развития нашего кинопроизводства. Вот еще одна из точек роста – это образование.
в рамках мастер-плана предусмотрен суперкампус, образовательно-производственный комплекс среднего профессионального образования, что также должно положительно сказаться на развитии города, на качестве нашего капитала человеческого. Михаил Юрьевич, пожалуйста. Да, вот про это. добрый день, Ирина, уважаемые коллеги, да, наши слушатели, и те, кто нас смотрит сейчас, телезрители. Действительно, мастер-план – это об экономике, о развитии. Система образования это прекрасно понимает. Мы и так достаточно весомый вклад вносим в валовый продукт города, городского округа, город Якутск, но можем больше. Поэтому, конечно, вот я вспоминаю просто действительно работа над мастер-планом, и вот идея сама, она формировалась несколько лет последовательно. В 2016 году, тогда тоже, будучи мэром города Якутска, Айсен Сергеевич Николаев здесь в городе объявлял годом труда. Мы тогда очень активно повзаимодействовали, региональная власть, муниципальная власть, в плане осмысления того, как могут видоизмениться, должны видоизмениться колледжи и техникумы, которые работают здесь на территории. Очень важно, что вот сейчас Евгений Николаевич продолжает эту линию, и вот встречи, которые идут с населением, в том числе с представителями муниципальных образований, они очень правильные. Потому что город очень меняется, население в городе меняется. И наш суперкампус, это не надо, чтобы люди подумали, что те колледжи и техникумы, в которых сейчас учатся представители всех районов республики, что они будут работать только на город Якутск. Нет, ни в коем случае. Суперкампус – это о возможности поддержания на высоком уровне тех новых отраслей и стандартов качества жизни, в том числе, которые появляются благодаря реализации мастер-плана здесь, на территории города Якутска, и возможность производить эти же кадры и направлять эти изменения в другие муниципальные образования. И идеальная картина суперкампуса, она, конечно, сейчас выглядит таким образом, что это модель студенческого многофункционального образовательно-производственного комплекса среднепрофессионального образования. То есть это не только речь об учебных корпусах, о возможностях, не только речь идет об общежитиях для студентов и для преподавателей, но это также солидная учебно-производственная база. То есть это учебно-производственные мастерские, учебно-производственные цеха, в том числе связанные с обеспечением города и кондитерские, и хлебопечения, и ремонтные. И у нас целых 3 комплекса на данный момент в планах есть. Они очень детально описаны. Описана очень хорошо образовательная модель, что, наверное, правильно, заранее до начала строительства мы это очень серьезно продумали. У нас технический комплекс, который в том числе и обслуживание городского хозяйства, и транспорт, и логистика. Промышленный комплекс представлен для самых разных отраслей. И вот, как уже коллеги правильно отмечали, мы очень серьезно поддерживаем, подхватываем тренд креативный комплекс, в котором все, что касается, в том числе индустрии питания, сферы питания, дизайна, ну и, собственно, колледжи креативных индустрий, которые у нас здесь работают. Эти возможности мы, как кулак, планируем сосредоточить, чтобы можно было быстрее производить изменения. Ну и, конечно, район выбран в городе интересно, это Торг-Ангаласы, это тоже те дополнительные возможности для развития, которые там имеются. Ага. И СФО ведь тоже расширится? Ну, у нас тоже есть большая идея создания кампуса системы высшего образования. Здесь мы следуем 2 основным трендам. Первый тренд – это то, что сегодня наука более тесно привязывается к образованию, то есть генерация новых знаний сразу уходит в образование. И наука привязывается к реальному сектору экономики. Вот получается такой сквозной как коридор. И вот здесь как раз встает задача, или появляется второй тренд – это объединение всех разработок, которые работают на развитие технологических каких-то процессов, обновления экономики и так далее. Вот то, что как раз Михаил Юрьевич сейчас сказал про среднее звено, аналогичная задача у нас стоит и в высшем звене. Поэтому сегодня планируется кампус на территории 68-го квартала, это ипподром и наш музей «Россия, моя страна». Да? Вот в этом месте планируется очень большое развитие, прежде всего, медицинский кампус, это финансирование федеральное, и кампус естественных наук, куда соберутся другие институты и сделать такое общее, тоже научно-креативное пространство, где будут собраны сконсолидированы все науки. И они должны друг друга умножать и ускорять все эти процессы. Ага. Вот это замысел у него. То есть и наука, и образование, и экономика, все увязывается Да, вот в такой да. некий единый комплекс. И если я не ошибаюсь, то здания вот среднепрофессионального образования нынешние, они будут переданы школам, да, Евгений Николаевич?
Ну, вообще надо отметить то, что город очень быстро растет, как я сказал. Мы в среднем в год растем от 8 до 10 тысяч человек. В среднем ежегодно столичное образование растет на 2000 детишек, которые идут в школу. Сегодня проектная мощность всех школ составляет чуть больше 26 тысяч мест, а по факту в этом году в школу пойдет 55 тысяч детишек. Коэффициент переполненности равен 2. Ну, в 2 раза. Да, поэтому в центральной части города большая потребность в дополнительных зданиях. При том, что сегодня исторический максимум строится 6 зданий и пристроев к школам. В центральной части это 26-я, 29-я школа. У нас остается задача построить пристрой, строение СОШ номер 1, который мы снесли на проспекте Ленина вместо аварийной, и пристрой к 17-й школе. Дальше у нас в центральной части мест нет. И одним из решений возможных является переориентировать высвободившиеся здания средних специальных учебных заведений в общеобразовательные школы и детские сады. Тогда у нас этот дефицит мест будет ликвидирован очень правильным образом. Спасибо. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать мастер-план города Якутска, его основные ключевые точки. Ну и, конечно, мы начали нашу программу с того, что Кирилл Евгеньевич сказал, что один из самых основных объектов – это Ленский мост. Вот хотелось бы узнать, как там сейчас, что там сейчас происходит. Конечно, Ленский мост – это действительно объект не только инфраструктурный, это объект, который качественно повысит уровень жизни, а самое главное – безопасность. Потому что мы знаем, что происходит у нас в межсезонье на переправах, мы знаем стоимость, условия, в которые люди вынуждены попадать, если есть необходимость в эти месяцы переехать или транспортировать что-то, тем более с берега на берег. Но мы понимаем, что это на самом деле точка роста экономики. А в связи с этим мы очень быстро двигаемся по нашему плану. Мы сейчас находимся на самом финальном этапе выхода из глав госэкспертизы. И мы ожидаем, что уже буквально в первые месяцы осени у нас будет положительное заключение, которое позволит нам незамедлительно приступить к основным строительным работам. Хочу сказать, что все подготовительные мероприятия уже проведены, вынос сетей произведен, площадки для развития и строительных городков, и мощностей по конструктивному уже подходу самой русловой части и подходов к моста уже сформированы. То есть мы сейчас фактически после этого документа начнем основной строительный этап. Это будет, конечно, всем заметно. Техника уже прибывает в республику, и здесь мы понимаем, что будет гигантское количество задействованных в этом процессе наших якутских компаний прежде всего. И это и не только рабочие силы, это и техника, ну и, конечно, безусловно, это наши ресурсы, потому что мы понимаем, что огромное количество ресурсов будет использовано для строительства моста, строительных материалов и так далее. Поэтому вот в этой части мы тоже подготовились. Я считаю, что вполне разумно и реалистично считать 27-й год вводом этого объекта. По крайней мере, вот уже основная конструктивная часть точно будет закончена. Но и не будем забывать, что близлежащие территории, которые получат мощнейший импульс для роста, они также обзаведутся необходимой транспортной инфраструктурой, подходы к мосту и дорожная сеть. Как вы видите, вот сейчас на трассе у нас практически уже такое многополосное движение, суперсовременная трасса, и это будет у нас как раз замыкать этот наш объект. Поэтому я считаю, что мы двигаемся согласно плану. Вся необходимая работа с федеральным центром проведена, либо сейчас проводится, и у нас есть все основания полагать, что мы будем двигаться четко в графике. Ну вот, кстати, как вот запланировано участие пригородов, развитие вот наследов, спутников? Я же так понимаю, что это же мастер-план всего городского округа, от мыса до мыса, как мы говорим, от Кангаласов до Табаги.
Да, ну вот Михаил Юрьевич в своем выступлении затронул вопрос суперкампуса. Это будет ключевым проектом в развитии Кангаласов. Ну и с точки зрения развития агропояса мы четко видим роль Тулагина-Кильдямского наследия, Магана и Хатасского наследия. Табага, вот то, что сейчас Кирилл Евгеньевич говорит, это въездные ворота в город Якутск. У нас трассировка, значит, дороги подъездных путей к мосту проходит через населенный пункт Старая Табага. Там же у нас запланировано строительство большого крупного торгового логистического центра для необходимости разгрузочных-погрузочных работ, которые будут проходить. Ну и в целом преображение экономики всех пригородов намечается вот как раз-таки с реализацией мостового перехода в южной части направления города. Ну и, наверное, там роль Нижнего Бестяха потом возрастет, да, если говорить о уже республике в Конечно, целом. это увяжет вообще всю систему нашу. Мы понимаем, что у нас она сегодня с отсутствием этого объекта разрознена. У нас аэропорт с одной стороны, железнодорожный терминал с другой стороны, подъездная сеть и так далее. Ну и, конечно, это соединит 3 федеральные трассы, 5 региональных дорог. Это будет действительно связка, самое важное, краеугольное камень, как мы говорим, да, недостающее звено сегодня всей системы, на самом деле всего северного широтного пути России. Вот это масштаб именно такой. Мгм. Ну и мы говорили тоже об аварийном жилье, о переселении из ветхого аварийного жилья, но не могу не затронуть тот момент, что началось переселение из 17-го квартала, так называемого, да, который на самом деле второй, пятый, 17-й, если я не ошибаюсь. А вот какие этапы запланированы? На сегодняшний день 17-й квартал идет работа, завершается работа по федеральной программе переселения второго этапа. Мы в этом году ее досрочно заканчиваем, в том числе и на 17-м квартале. Значит, идет активнейшая работа в рамках уже реализации мастер-плана города Якутска по опережающему финансированию. Благодаря работе Айсена Сергеевича и правительства республики нам выделен специальный казначейский кредит. В рамках реализации кредитных средств ведется работа по строительству спортивного зала и детского сада. В рамках строительства этих 2 объектов будут переселены 5 домов. И сегодня будет забитие сваи, кстати, многоквартирного жилого дома. И силами Республиканского ипотечного агентства, оператора КРТ на территории республики нашей, они переселят еще 6 домов. 3 дома мы переселили по муниципальной программе, поэтому фактически можно сказать, что в этом году дополнительно к федеральной программе мы 14 домов переселяем. И, по сути дела, такими же темпами мы должны двигаться дальше. И вот в оставшиеся 9 лет наша задача сводится к очень простому. 155 многоквартирных домов в общей сложности сейчас там осталось. И вот, используя все возможные инструменты для улучшения жизни наших горожан, мы должны это сделать. Мгм. Но вот даже сейчас, слушая про мастер-план, я понимаю, что и финансирование его реализации — это миллиарды и миллиарды рублей. Вот, где мы их, где мы их возьмем? Откуда источники прогнозируются, как это рассчитывается, Игорь Евгеньевич? Ну, как я уже вначале сказал, и это было отмечено руководством правительства Российской Федерации, Якутия сегодня участвует абсолютно во всех программах, где можно получить финансирование либо софинансирование своих инфраструктурных, градостроительных проектов. По поручению главы республики мы являемся активными участниками так называемого инфраструктурного меню. Все виды, все инструменты, которые в этом меню заключены, а это программа прежде всего Минстроя России, и курирует эту программу вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснуллин. Мы получили уже инфраструктурные бюджетные кредиты. С прошлого года мы начали их реализовывать, и в этой части у нас строится большое количество объектов, в том числе социальных. Вы знаете, что у нас 2 наших таких крупнейшие точки роста жилищного строительства — это квартал Звездный и это квартал Спортивный, который объединяет в себя 2-й, 5-й, 17-й квартала и действительно является, наверное, сегодня важнейшим и очень перспективным направлением развития жилищного строительства, а следовательно, там одновременно должны появляться соцобъекты. Мы уже давно не планируем жилье точечно, давно не планируем его в отрыве от школ, детских садов, спорткомплексов, поликлиник, дорожной сети. И инфраструктуру мы делаем сейчас с запасом, потому что не везде она, конечно, в городе есть.
Это и теплотрасса, это водоотведение. И все эти коммуникации мы планируем на вырост, чтобы градостроительный потенциал охватывать и использовать по максимуму. Вот. Могу сказать, что мы, вот Евгений Николаевич сказал про специальные казначейские кредиты, мы участвуем еще в крупной программе по инфраструктурным облигациям. В этой части мы тоже берем их на социальные объекты, и в этом уже с прошлого года мы работаем. Есть у нас и такие специальные формы, как дальневосточная концессия. В этой части мы по городским объектам заявились на освещение, городское освещение. Не будем забывать, что одной из самых насущных проблем весной является отсутствие ливневой канализации. И этот очень Это давняя капиталоемкий объект, наверное, это самый, ну, на сегодня оставшаяся самая такая болезненная, ахиллесова пята развития города. Безусловно, это надо решать. Это гигантский объем инвестиций. И в этой части мы также сейчас заявляемся на эти мероприятия. Безусловно, они будут в сочетании с теми проектами, которые мы уже реализуем, в том числе тоже по программам и облигаций. Это городская среда, это озеро Сайсары, это площадь Ленина, это набережные наши. И вот эти объекты, они, конечно, обязаны будут уже иметь подготовку в виде соответствующей инфраструктуры. И если мы уже идем по новым стандартам, мы не должны повторять старые градостроительные ошибки, которые были десятки лет и не были учтены. Ну вот тут, может быть, как раз пространственное планирование. Ирина, вам есть что добавить? Да, хотелось бы сказать, что действительно у нас огромная проблема, это вот водоотведение у нас не учтено было изначально, да, в городе, поэтому, решая эти проблемы, мы будем уже обустраивать, наверное, пространства общественные, которые у нас находятся в городе. Вот. А в какую сторону будет расти город? Если смотреть с точки зрения многоэтажного строительства, у нас в южном направлении, это связано с тем, что, во-первых, решена основная инфраструктурная задача. Это построен 3-й канализационный коллектор и 5-й водоузел. Это зала Чернышевского автодорожная. И в соответствии с генеральным планом еще советским у нас там стоит зона жилищного строительства. С точки зрения развития частного жилья, то это сейчас у нас микрорайон Северный, Сатал в этом году принято решение, что мы будем включать в границы города. Ну и, соответственно, там есть потенциал для развития. Малоэтажная в ту сторону Да. пойдет. У нас задача какая? Очень простая. У нас в указе главы поставлен очень важный показатель. Мы должны стремиться к вводу 1 квадратного метра жилья на количество жителей, проживающих в городе Якутске. За прошлый год мы ввели 347 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем жителей официально в городе Нет, по Якутске. переписи населения на 23 данные статистики 1 января 2023 года, нас в городе проживает 378 тысяч человек. То есть есть потенциал для роста, мы к этому стремимся. В мастер-плане у нас до 2030 года задача ввести 2 миллиона 900 квадратных метров жилья. Это соответствует очень хорошему темпу строительства. Вот надо признать, что благодаря усилиям, которые проводит сейчас правительство, администрация города, федеральный центр в нашем городе, можно сказать, что строительный бум. Мы за 5 лет ввели на территорию города почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Ну что ж, будем продолжать такими же темпами, я надеюсь. И, в общем-то, что мы тут сегодня услышали, внушает вообще оптимизм, особенно слова о том, что и финансирование найдется, и разные способы для этого есть. Но самое главное, что работают вместе все структуры, да, и город, и правительство, и бизнес, получается, и образование. Вот, так что вместе у нас все получится. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.